Здравствуйте, друзья! С вами я, Лара Володина. Спасение якутских собак, пожалуй, самое трудное. А из Якутска это самое тяжелое спасение, тяжелая логистика. Там много недоброжелателей. Наверное, в интересах хвостиков мы не будем показывать местонахождение тех, кого наметили спасти, как на войне. Понимаете, что творится? Враги объединяются, их много. Их цель – помешать вывозу. Ведь где родился, там и пригодился, а значит, там и сдох. Наша мадам, вы знаете, о ком я? Так вот, и она туда же. Семье, которую мы опекаем с лета, вызвали отлов. Спасибо доброй женщине, она с трудом отбила, не дала увезти в этот день. Но их надо срочно вывозить. Времени дали несколько дней. И пассажиры есть один за другим, что тоже бывает очень редко. Но, увы, карты пусты. Много истрачено на лечение, на обследование. Оплатила все передержки, как вы помните, спасенных с ППЖ. На самолеты, которых встретила несколько дней ранее. Помогите, прошу вас, помогите вывести семью без очереди. Каждый день они в опасности. Я снова напоминаю вам о нашем втором канале. Подпишитесь, пожалуйста, кто еще этого не сделал. Ссылка под роликом в описании. Там мы рассказываем о наших счастливых пристройствах и будем это делать постоянно. У нас их очень много. Мы много будем вам рассказывать. Просто не на все хватает сразу рук. Подписывайтесь, пожалуйста, друзья. Еще небольшая просьба. Будьте, пожалуйста, аккуратнее в комментариях. Резкие выражения в адрес жителей региона, из которого мы с вами спасаем, недопустимы. Поступают жалобы от мадам, которая родом оттуда. Мы же не хотим потерять канал, правда? Поэтому якутские жители самые добрые, самые человечные на планете. Спасибо за понимание. Там суровый климат, и мы все это понимаем, поэтому мы вывозим. Мы должны спасти из сурового климата. А вот это чудо небесное. Наткнулись случайно, тихая, ласковая, смирилась с судьбой и умирала. Ей нелегко дается встать и пойти. Это скелет. Под шерстью только кожа и позвоночник торчит. Может, надо было дать ей умереть? На фоне молодых и здоровых ведь есть кого спасать. Опять я не смогла пройти мимо. Но не могу я закрыть глаза и спать спокойно, как будто бы не вижу ее. Но ведь вижу, она не даст спокойно жить, спать, потому что она тихо там умирает. И ни у кого ничего не просит. Друзья, я не вытяну ее одна. И не смогла мимо пройти. Мне очень нужна ваша помощь. Если вы поддерживаете меня, давайте спасем ее вместе. Конечно, после клиники обязательно нужно ее обследовать. Что с ногой? Нога висит, но в ноге ли дело? Надо в любом случае сделать рентген. Надо к хирургу. Надо выяснить причину, почему. Помимо вот этой худобы, у нее живот прилип к позвоночнику. У нее как стиральная доска позвоночник. У нее одни ребра. Пожалуйста, я вас очень прошу, присоединяйтесь к спасению этой девчушки. Я пока ее мысленно назвала Нона. Ну, пока пусть будет так. Друзья, нам очень нужна помощь. Очень нужна, я вас очень прошу, пожалуйста. Итак, очередной рейс, очередной самолет. Прилетели наши спасеныши. Помните, недавно с ППЖ забирали Ришу, что висела на решетке, на задних лапках и вымаливала спасти ее, забрать ее. А также Милаху, что стелилась у будки от радости, что подошел человек, авось заберет. Вот они прилетели, друзья. Какие же они замечательные. Сколько у меня чувств, эмоций переполняет, что мы их забрали, мы их спасли. Значит, они будут жить. Друзья, спасибо вам, что вы помогли тогда, что вы поддержали. Когда у нас ночь,
а в Якутске идет подготовка к отправке. У них утро. Собаки в одном конце города, переноски в другом конце. И всего 1 или 2 человека. Хоть разорвись. Бывает и такое, что кое-как успели, прорвались, кто-то заболел. И приходится отправлять одному человеку. Это невозможно. Удержать упряжку из собак и скомпоновать все переноски, заскотчить, наложить хомуты. И одной не справиться. На помощь вот приехал Игорь, за что ему огромное спасибо. Да, приехал, спас ситуацию, но, увы, переноску закинули без дверки. А значит, кто-то не улетит. Потеряем драгоценное место. Этого нельзя допустить. И снова погоня назад, за дверкой, лишь бы успеть до окончания регистрации. Сколько же нервов. Ушко гниет, надо бирку снимать, вот. Гниет ушко, гниет моя девочка хорошая, гниет ушко, да. Снимут. Ох, мои хорошие. Сейчас, подождите. Это улеглась тут? Улеглась, моя красавица, улеглась. Да, моя. Моя хорошая девочка. Хорошая, лапка у нее болит. Лапка болит задняя. Сейчас, погоди, не дуркуй. Да, сейчас, погоди. Сейчас управлюсь тут я с вами. Готовимся. Готовимся к полету. Готовимся к полету. И что такая веселая? Сейчас тебе привезут переноску. Это без дверцы. Погоди. А ты что спать легла рано так? А, принцесса? Что спать легла? А что спать-то легла так рано? Устала уже. Сейчас и до тебя доберемся. Сейчас. Ждем. Ложись, моя хорошая. Она так хорошо лежала, да, ножку, по-моему, ножка болит. Сейчас уляжешься, погоди. Сейчас, моя хорошая. Итак, я пережила очень тяжелую эту неделю. Столько событий произошло за эти дни, не хватит и 10 роликов. Наконец-то, после долгих летних месяцев и пожаров, начались перелеты и отправки. А значит, и титанический труд с отправкой переносок в обратную сторону. Кому лететь сначала, а кому попозже, решаем совместно с Якутском. Это зависит от многих факторов. Малыши гладкошерстные и переломанные в первую очередь. Еще зависит от размера переносок, которые есть в Якутске, а какие-то снова в пути. Также зависит от того момента факта, какие собаки в опасности, а какие где-то передерживаются на цепи в укромном месте. То есть кому лететь срочно, а кому еще терпит, мы решаем совместно. Каждый день в порту, то с встречами, то с отправками переносок. Машин, водителей, которым могу доверить поехать и в клиники, и пообщаться с врачами, принять решение, конечно же, нет. Поэтому надо успевать быть везде самой одновременно. Аэропорт, клиники, обследования, стационары. К ночи добираемся до передержек. В ночи собираем переноски, а с утра снова в порт. А ночь также без сна, так как в это время в Якутске утро и готовятся следующие к отправке. Значит, я должна быть с ними, принимать решения и все по кругу, и все сначала. Вот и так вечер. С утра из дома ушла в 8 часов. И вот в 9 вечера я пришла домой. Таща на себе переноски.
потому что весь день я развозила собак, встречала собак. Потом везла их в клинику. Там нас огорошили разными диагнозами. И вот, наконец-то вот мои зверьки побежали. А я в дверь еле вламываюсь в дверь. Еле проходит переноска в дверь. Хранить мне их и негде. Поэтому вот еле доперла. Пока одна, в остальных переносках собачули поехали на перетяжку. Вот так вот. А в это время поносят и поносят мое имя. А я еле живая пришла.